Этот участок тепломагистрали в центре Сыктывкара был спроектирован и построен в конце 70-х. Последний раз его меняли 30 лет назад. Нагрузка на тепловые артерии с тех пор увеличилась в разы, с учетом стремительного роста жилищного строительства. На данный момент, как мы можем видеть, практически на всей протяженности, это 130 метров, уложен лотковой канал железобетонный. Он предназначен для того, чтобы оградить тепловые сети от воздействия нагрузки грунта, машин, проезжающих по дороге. Также уложена большая часть стальных трубопроводов, уже здесь тоже в лотковом канале, с увеличением диаметра. Если раньше это было труба диаметром 500 мм, то сегодня это 600 мм. Две тепловые камеры, по сути, построят заново, оснастят современным оборудованием. Обслуживать их, следить за исправностью сети станет проще. Впервые у нас в Сыктывкаре будут установлены расходомеры, автономные расходомеры, которые будут передавать на диспетчерский пульт показатели работы тепловой сети. Вот. Ну, сейчас мы видим с вами работу конкретно по монтажу опалубки. Реконструкция участка обеспечит хороший напор теплоносителя от центральной водогрейной котельной до самого конца магистрали, которая проходит по 4 улицам города. На время работ жители близлежащих домов без горячей воды не остались. Ее подают по резервным трубопроводам. Модернизация идет и в других районах города. В местечке Больничный городок обновляют котельную, на улице Маркова – насосную станцию. В лесозаводе – линию горячего водоснабжения. Будет реконструкция линии ГВС горячего водоснабжения в поселке Лесозавод, на Кочпанский детдом и на улице Северной. В этом году будут подключены, и там эти трубы раньше были металлические, сейчас полностью пластиковые фирмы «Упанор». Она труба в трубе в одной изоляции, подача и обратный трубопровод в одной изоляции. Ну, думаю, что качество воды в поселке Лесозавода улучшится. Основные работы на Первомайской завершат к началу отопительного сезона. После подачи теплоносителя весь участок дороги будет заасфальтирован. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.